Черное озеро, Казанская Лубянка, улица Дзержинского, проходящая вдоль парка Черное озеро, с первых лет советской власти известна располагавшимися здесь зданиями НКВД, а затем КГБ и МВД. К концу 19 столетия обе улицы Ямы оказались заняты сплошь исключительно домами терпимости. Образ жизни, нравы и обычаи почти одинаковы во всех 30 слишком заведениях. Разница только в плате, взимаемой за кратковременную любовь, а следовательно и в некоторых внешних мелочах. В подборе более или менее красивых женщин, в сравнительной нарядности костюмов, в пышности помещения и роскоши обстановки. Знаменитый писатель Александр Куприн еще в 1909 году в своей нашумевшей повести «Яма» исследовал тему продажной любви. За 100 с лишним лет почти ничего не изменилось. Девушки из социальных низов также продают свою любовь за деньги. Только в 21 веке их телами и душами ведают не строгие мадам в кружевах, а безжалостные сутенеры. В больших городах, в том числе и в Казани, объявление со словом «досуг» можно встретить везде. На стенах дома, в лифте и даже на асфальте. Жрицы любви рекламируют себя в интернете, на специальных сайтах, в социальных сетях, в газетах бесплатных объявлений. Почему мужчины покупают любовь за деньги? Скорее, это вопрос к психологам. Кто-то таким образом спасается от одиночества, кто-то, наоборот, от семейной скуки, а некоторые так, для бравады, чтобы поддержать компанию. И снова Куприн. Все мы согласны, что проституция – одно из величайших бедствий человечества, а также согласны, что в этом деле виноваты не женщины, а мы, мужчины, потому что спрос родит предложение. В СССР платного секса официально не было. Коммунистический строй начал бороться с порочными явлениями сразу после революции 1917 года, и, надо признаться, в этом преуспел. Государство стояло на страже интересов публичных женщин. Для проституток создавались специальные артели, открывались профилактории. И в 1922 году был принят Уголовный кодекс, который позволял привлекать к ответственности сутенеров и содержателей притонов. Постепенно борьба с проституцией перешла из уголовной сферы в идеологическую. Комсомол строго присматривал за своими комсомолками. Любое нарушение советских норм стало рассматриваться как политическое преступление. А моральное поведение приравнивалось чуть ли не к государственной измене. Усилиями правоохранительных органов организованная проституция была уничтожена, хотя, как нелегальный бизнес, она продолжала существовать, но уже не в таких масштабах. В годы перестройки рухнули все идеологические догмы. В середине 80-х годов рядовые граждане страны узнали о райской жизни валютных путан. Бесчисленные статьи в газетах, повесть Владимира Кунина «Интердевочка» и одноименный фильм сделали свое дело. Валютная, а вскоре и рублевая проституция оказались в десятке наиболее престижных профессий у российских старшеклассниц. А в годы экономических кризисов 90-х нулевых годов в жрицы любви подались многочисленные провинциалки из России и стран бывшего СССР. Девицы бежали в столицы и большие города от нищеты и безработицы. В Казани особой достопримечательностью города стала Южная трасса. Местные жрицы любви облюбовали данную магистраль. Но уличные проститутки в табеле о рангах этой профессии находятся в самом конце списка. Услуги часто оказываются прямо в автомобиле или ближайших кустах. И прибыль небольшая, и криминала в избытке.
Постепенно сфера интимных услуг переместилась с трасс в бордельчики на съемных квартирах. И невинное, в общем-то, слово «досуг» приобрело иной подпольный сексуальный смысл. Там и плодились, как у Куприна, жертвы общественного темперамента, клоаки для избытка городского сладострастия. В начале 2000-х годов в Казани запоминающиеся номера с легкими цифрами стали попадаться чуть ли не на каждом шагу. В баре или сауне легко могли подсказать, как вызвать жрицу любви. И любая соискательница по этим же телефонам могла предложить свои услуги. Истории девушек, которые попадают в сферу досуга, как правило, похожи одна на другую. Невысокий социальный уровень, неблагополучные семьи, тяжелое материальное положение – а порой просто беспечность или глупость неразумных девчонок. Судьба толкнула их на проституцию, и с тех пор они живут в какой-то странной феерической, игрушечной жизни, не развиваясь, не обогащаясь опытом, наивные, доверчивые, капризные, не знающие, что скажут и что сделают через полчаса, совсем как дети. Девушки изначально сами приходили работать, то есть им был интересен этот род деятельности. Впоследствии, когда уже понимали, куда попали, хотели уходить, но, соответственно, возникали их трудности. Я родилась в Ижевске, там закончила 9 классов. В 2000 году родила сына, воспитывала его одна. Мне помогали мама и бабушка. Денег не хватало, нужно было обеспечивать ребенка. У меня была знакомая Настя, старше меня лет на 7. Она предложила мне поехать с ней в Казань, где она занималась проституцией. Я согласилась и поехала с ней. Это было в 2002 или в 2003 году. Я приехала в Казань из Свердловской области для учебы в медицинском университете. Проучилась там всего 6 или 7 месяцев. В 2003 году в клубе познакомилась с девушкой Настей. Она предложила мне работать в досуге, оказывать интимные услуги за деньги. В 2002 году мою мать осудили на 7 лет лишения свободы. Я переехала жить к отцу. Там познакомилась с парнями, которым пожаловалась на тяжелое материальное положение. Тогда они предложили мне работать в досуге, то есть проституткой. Я согласилась. В 2005 году, когда было тысячелетие города Казани, многие гости обратили внимание, то, что везде на столбах, афишах, досок, там объявления такого рода. Исходя с этого, руководством МВД было принято решение. Была создана группа, которая начала собирать всю информацию. И в то же время прокатилась такая большая волна заявлений с других регионов по розыску молодых девушек в Это в основном преобладали Республика Марий Эл, Чувашия, Удмуртия, Мордовия, которые уезжали на заработки в Казань и пропадали. Впоследствии родители узнавали, то, что они их содержали там в притонах и так далее и тому подобное. Среди прочих всплыла история Снежаны, которая выпрыгнула с балкона на 3-м этаже. Девушка с красивым именем, которой не понадобился обычный для досуга псевдоним, родилась и выросла в Марийской республике. Закончила педуниверситет в Йошкар-Оле, поехала в Казань на заработки, но здесь профессия педагога оказалась невостребованной. А вот в компанию местных путан Снежана влилась легко. Проработала всего ничего и оказалась втянутой в разборку сутенеров. Из показаний Снежаны. 23 января 2006 года через диспетчера поступил заказ. Меня и 3 других девушек, Алену, Таню и Лиану, настоящие это имена я не знаю, отвез на заказ водитель Сергей. Как только мы подъехали к подъезду дома, я увидела черный автомобиль. Из него вышли 3 парней, у всех в руках были пистолеты. Они потребовали, чтобы все девушки сели в эту черную машину. Нас отвезли в незнакомую 3-комнатную квартиру, где уже было 10 девушек. Там Таня и Алене парни стали предъявлять претензии. Избили. Как я поняла, раньше девушки работали в досуге у этих парней, но потом скрылись. И их нашли и решили наказать. Из показаний Снежаны. На квартире нас продержали 3 суток. Все это время в квартире находился парень по имени Алексей, и покинуть квартиру было невозможно. Как я поняла из разговоров, меня хотели продать в другие досуги, так как меня 4 вывозили из квартиры и показывали разным людям. Также из их разговоров я поняла, что меня хотят продать в Москву, так как у меня при себе были документы, в том числе заграничный паспорт.
Поняв это, я разорвала свой паспорт на мелкие части и смыла их в унитазе. Из показаний Снежаны. На третий день я решила сбежать, прыгнув из окна на снег. Я предупредила об этом Таню, Алену и Лиану. Мы договорились, что после того, как я спрыгну, они выкинут мне с балкона куртку и сапоги. Они тоже хотели спрыгнуть. Она это сделала, она выпрыгнула, хотела встать, но встать не могла, поскольку у нее было сломано 3 позвонка. Публичная. Это значит не своя, не папина, не мамина, не русская, не рязанская, а просто публичная. С множественными переломами позвоночника Снежана пролежала в Институте травматологии около 2 месяцев. Девочки из досуга передали просьбу похитителей забрать заявление, и ей за это оплатят лечение. Испуганная Снежана согласилась. Расследование происшествия было приостановлено, но никаких денег на лечение девушка так и не получила. И около года восстанавливала здоровье на средства родственников. Показания Снежаны и других девушек легли в основу уголовного дела. В 2009 году было возбуждено уголовное дело по факту организации занятия проституцией. И уже в ходе расследования уголовного дела стали выявляться новые, скажем так, преступления, новые факты. И как клубок все это стало раскручиваться. Возглавлял обширную сеть досугов казанский предприниматель Дмитрий Глазырин, бывший военный, прошедший Чеченскую войну. На гражданке он владел пунктом шиномонтажа и картинг-клубом, но услуги для автомобилистов и забавы для детей и подростков, как выяснилось, в какой-то момент стали лишь прикрытием для основного бизнеса. Глазырин содержал живые игрушки для мужчин. Около 10 у них своих агентств было, в котором где-то работали от 3 до 10 девушек. И непосредственно по своей криминальной контроле взяли уже остальные досуги в Казани. Порядка 7-8, порядка 10 точно доходило. На тот период, если можно сказать, такая одна из масштабных, не только Казани, влияли на все территории Татарстана. Бывало даже такое, что девушек покупали из других агентств, продавались друг другу. В ходе расследования было установлено, что в организации занятий проституцией, скажем так, участвовали и несовершеннолетние девочки. Несовершеннолетние. Почему они попадают в эту среду? Когда начали уже сильно выяснять, показалось что то родителей нет, то отца нет, то матери нет. То есть бесконтрольные родители, со стороны опекунов необходима работа нужна. Да и школы. Бывали даже так, что 13-летние попадали в эту среду. Все девушки жили на съемных квартирах, их постоянно охранял кто-нибудь из мужчин. Основная работа в агентствах длилась примерно с 18 часов вечера до 6 утра. Летом начинали работать раньше, в 16 часов. Сфера обслуживания досуга охватывала всю Казань и пригороды, независимо от местонахождения клиента. Это были сауны, бани, частные квартиры, гостиницы, а также постоянные клиенты. Доходы строго контролировались. 50% денег, полученных от клиента, оставляли девушки. Вторая часть опять делилась пополам, то есть 25% шли сутенеру, 25% Глазырину. Ему деньги отдавали каждый день, это был общак. От каждого досуга, как считали следователи, Глазырину в месяц поступало не меньше 20-30 тысяч рублей. По версии следствия, с деятельности всего агентства Глазырин имел не 100 тысяч рублей ежемесячно. Все роли расписаны были, каждый человек в этой группе отвечал за каждое направление. Кто-то отвечал за съемку квартиры, кто-то за машину отвечал, кто за охрану отвечал, кто за телефон отвечал сам класс, кто за диспетчеров отвечал сам класс. Есть были, которые отвечали за поставку новых девушек, выезжали, которые в другие регионы. Вместе с Глазыриным трудились еще 10 подельников. Федотов, Борисов, Шейхутдинов, Михайлов, Соловьев, Чистяков, Клинков, Потапов, Махмудов и Уханов пришли в интимный бизнес в разное время. У каждого была своя роль. Особо приближенными были так называемые старшие Федотов и Борисов. Остальные выполняли роли сутенеров, водителей, охранников. Основные организационные и финансовые решения принимал лично Глазырин. Последнее и решающее слово всегда оставалось за ним, и это не обсуждалось.
С жильем периодически возникали проблемы. В какой-то момент ошарашенные хозяева понимали, что сдавали квартиру приличной семейной паре, а из их свободных квадратных метров сделали бордель. Из показаний хозяйки квартиры. Когда я вошла в квартиру, то увидела, что она в ужасном состоянии. В квартире было несколько девушек. Все постели были расстелены, также постели были на полу, валялись презервативы. Я поняла, что там проживает очень много людей. Также мне стали жаловаться соседи, что по ночам все время хлопает дверь моей квартиры. Стекла на окнах были с дырками, прострелены пневматическим оружием. Возле плинтусов валялись пульки, металлические шарики. Вся сантехника также пришла в негодность. Глазырин давал различные поручения. На совещаниях обсуждались вопросы совместного отдыха, выслушивались пожелания и предложения, назначались ночные дежурные. Распределяли общак. Он шел на приобретение автотранспорта, красивых телефонных номеров, совместный отдых и другие нужды. Здесь же наказывали. Если кто-то подвел или проштрафился, употреблял наркотики, совместно решали, что с ним делать. Девушки были живым товаром. И это не просто словосочетание. Да, жрицы любви приходили в досуг по своей инициативе. Но жить там приходилось уже по жестким криминальным правилам. А за выход на волю и вовсе приходилось платить, причем очень большую цену. И вновь, со времен Куприна, ничего не изменилось. Меня сделали из человека, равного всем им, не глупее всех, кого я встречала. Сделали половую тряпку, какую-то сточную трубу для их пакостных удовольствий. Организация была очень четкая, а дисциплина – жесткая. Для девушек существовала строгая система штрафов. Наказывали за отказ выехать к клиенту, употребление спиртного в рабочее время, воровство, неучтенный заказ и так далее. Непослушных могли побить, лишить денег или отправить на субботник. Так называли бесплатные интим-услуги для самих членов преступной группы. По крайней мере, вот 2 случая было в отношении 2 девушек, которые уехала в Киндери. К ней приехали, избили ее сожитель, который пытался вступиться, и увезли опять ее. Похитили, опять держали в квартире и заставляли заниматься интимной деятельностью. Да, отказ занять сам пока не было. Ставка, тариф, за выход с данной, если она захочет сам перейти в другой какой-нибудь или уехать к себе, определенная ставка в финансовом эквиваленте была 30 или 50 тысяч. Девушка, которая также оказывала некоторое время интимные услуги, она решила отказаться и уехала по месту жительства за пределы города Казани. Однако ее нашли. Она проживала с сожителем. Когда сожитель попытался за нее вступиться, они сожителей избили и девушку увезли. И девушка это продолжала продолжительное время заниматься интимными услугами. Впоследствии она заплатила определенную сумму, и ее оставили в покое. Следственно-оперативной группе удалось раскрыть не менее 5 эпизодов запугивания, похищения и насилия в отношении непокорных жриц любви. Так, весной 2006 года одна девушка, заказав такси, попыталась уехать в свой родной город, Набережные Челны. Ее догнали на трассе, затолкали в машину и привезли обратно в Казань. Наказывали так, что читать эти страницы дела пострашнее, чем Купринскую яму. Одной из непокорных была Анна. Анна тоже решила выйти из интимного бизнеса и сбежала домой. Вскоре ей позвонили глазыринские ребята, подъехали поговорить. Из машины Анну уже не выпустили. Из показаний Анны. Я провела в квартире несколько дней. Меня несколько раз изнасиловали, все по очереди. Я плакала, просила их прекратить это. В ответ они снова меня били. Вот мне 20 лет, а душа у меня старушечья, сморщенная. Землей пахнет. На 4-й день Анну вывезли за город в охотничий домик. Коттеджи, где городские жители отдыхают и расслабляются, стали для Анны вторым кругом ада. Из показаний Анны. Там были почти все сутенеры из наших досугов. Я поняла, что меня снова будут насиловать. Выбежала на трассу и попыталась сбежать. Меня поймали и вернули в гостиницу. Меня снова били. Сопротивляться было невозможно. Изнасиловали сразу 2. 3-й в этот момент бил меня по спине кием. Когда весь этот ужас закончился, меня отвезли домой и потребовали 30 000 рублей отступных. Я вынуждена была отдать деньги, чтобы больше никого из них никогда не видеть. Но выгорело во мне что-то главное.
Нет у меня сил, нет у меня воли, нет желаний. Я вся какая-то пустая внутри, трухлявая. Да вот знаешь, бывает гриб такой, белый, круглый. Сожмешь его, а оттуда нюхательный порошок сыплется. Так и я. Все во мне эта жизнь выила, кроме злости. И снова Куприн. Все знал, все понял об этих женщинах. Но некоторые самые стойкие, а может самые бездушные и циничные ночные бабочки выходили из дела иначе. Они открывали свои досуги. Такие вопросы решались напрямую с Глазыриным. Глава агентства разрешал им уйти, но при этом они должны были платить часть от получаемого дохода. Сумму определял и назначал Глазырин сам лично. Расследование этого дела представляло сложность в том, что потерпевшие, свидетели, они боялись давать показания. Как-то приходилось находить не то что общий язык, а какие-то подходы искать к несовершеннолетним, общаться долго приходилось. В августе 2008 года прошли аресты сообщников. Следственно-оперативная группа раскрыла многочисленные преступные эпизоды. На скамье подсудимых оказались 11 человек, один оставался в розыске, впоследствии где-то в 2012 году он был задержан, осужден. И вот это наше первое дело, и в России таких дел мы практически полностью судебные решения запрашивали по России. Достаточно практически не было. Вот после нас там ряд регионов тоже такие дела начали возбуждать. В конце 2010 года в Верховном суде Республики Татарстан состоялся судебный процесс, который проходил в закрытом режиме. Подсудимым были предъявлены обвинения по статьям: организация преступного сообщества и участие в нем, организация занятия проституцией, организация занятия проституцией с использованием несовершеннолетних, вовлечение в занятие проституцией, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, похищение человека, вымогательство и легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления. Сам Дмитрий Глазырин признал себя виновным лишь в организации занятия проституцией. 17 февраля 2011 года в Верховном суде Татарстана был провозглашен приговор. Все подсудимые оказались оправданными по статье 210 Уголовного кодекса Российской Федерации «Создание преступного сообщества, участие в нем». Суд посчитал, что факт существования организованного преступного сообщества доказать не удалось. Глазырину назначили наказание в виде 13 лет строгого режима. Остальные обвиняемые получили от условных сроков до 12,5 лет колонии строгого режима. По апелляции некоторые сроки, в том числе и Глазырину, были уменьшены на несколько месяцев. В группе Глазырина менялось преступное сообщество, однако в ходе следствия как государственный обвинитель, так и суд сочел нужным, эту статью исключить, поскольку у преступного сообщества более сложная структура, и оставили просто организованную группу. Многие бывшие ночные бабочки к моменту суда уже были замужними женщинами. Кто-то родил ребенка, большинство пыталось забыть свое порочное прошлое и найти дорогу к свету, как там у Куприна. Любовь — это полное слияние умов, мыслей, душ, интересов, а не одних только тел. Любовь — это громадное великое чувство, могучее как мир, а вовсе не валяние в постели. На сегодняшний день, как известно уже, Глазырин освободился досрочно за положительную характеризацию условий. Остальные уж пока отбывают наказание. То есть ряд уже уходит, время проходит. Намерений на сегодняшний день от них заниматься криминалом на сегодняшний день нет.